Жизнь современного человека сложно представить без автомобиля, ведь личное транспортное средство давно перестало быть роскошью. Сегодня 90% семей нашей страны имеют хотя бы один автомобиль. На автомобиле мы ездим на работу, по магазинам, а также он нам просто незаменим при путешествии за город. Добрый день, меня зовут Андрей Погорелов. Напоминаю, что сегодня понедельник, 10 апреля. Ну и как всегда в это время начинает свою работу на каналах НВК Саха и Саха-24 «Проспект Весна», проект об актуальных вопросах и событиях этой весны, которые нуждаются в обсуждении. Итак, мы начинаем. Для некоторых людей процесс покупки запасных частей для ремонта и обслуживания автомобиля вызывает значительную сложность, ведь на рынке достаточно широк выбор запасных частей. И как сделать и совершить самую удачную покупку? Ну, для этого, конечно, нужно определиться с необходимой вам запчастью, а потом выбрать нужную автолавку. Сегодня просто невозможно представить современный автомобиль без разнообразных новомодных и полезных аксессуаров. Подобные устройства призваны облегчить жизнь автомобилиста и сделать вождение приятным. Огромный выбор аксессуаров, принадлежностей и масел для любых марок автомобилей представлен в автолавке. Наша организация в сфере авторынка работает уже более 10 лет. С каждым годом пополняется ассортимент. В широком ассортименте представлены аксессуары фирмы Airline. В связи с этим у нас открывается дополнительный торговый зал под аксессуары данной фирмы и других производителей. В последнее время из-за постоянного роста цен на импортную продукцию людям приходится выбирать между качеством и ценой. В автолавке представлены автомасла фирм Toyota, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Nissan и другие. Завезли масло по германской технологии фирмы Fanfaro, которые значительно дешевле оригинальных японских масел. Также в ближайшем будущем мы планируем реализацию охлаждающей жидкости оптовым покупателям. Опытные продавцы, консультанты автолавки в любой момент придут вам на помощь, дадут совет и найдут ответы на ваши вопросы, связанные с выбором моторного масла или автозапчастей для вашего автомобиля. Добро пожаловать! Наши магазины работают круглосуточно. Рискнуть и почувствовать себя великим автомехаником, опираясь только на советы интернет-пользователей и, конечно, руководство, которое идет в комплекте вместе с автомобилем. Так думает каждый второй автовладелец, но наверняка молодой и креативный. Директор автосервиса Дмитрий Гололобов имеет совсем другую точку зрения. Добрый день, Дмитрий. Дим, к тебе такой вопрос сразу. Вот как ты относишься к тому, то, что многие автолюбители вообще занимаются самолечением, ну, не самого себя, а своего собственного автомобиля вообще? И идет ли на пользу это им в первую очередь? Я же директор автосервиса, конечно, плохо. Плохо и плохо. Нет, ну, на самом деле, если серьезно говорить, конечно, я за, если человек может починить и подойдет к этому делу грамотно и правильно. Я вообще считаю, что в любом деле, которое касается каких-то технически сложных вещей, нужно понять, как работает тот или иной агрегат, та или иная часть автомобиля, если мы об автомобилях говорим, да, и только после этого приступать к ремонту. Конечно, есть простые вещи, да, которые должен уметь каждый сделать, там, подкачать колесо, снять колесо, поменять его, это, конечно, ну, возможно, какие-то другие мелочи. Но в целом я всегда всем советую не напрягаться, да, вот ты менеджер, ну, работай менеджером, не напрягайся, езжай в сервис, а. Просто нужно, наверное, зарабатывать достаточно для того, чтобы позволить себе такое, да, приехать в сервис, отремонтировать автомобиль, спокойно посидеть, кофе попить
То есть забрать все-таки готовую машину. лучше, наверное, не заморачиваться, отдать специалистам. В это Да, время конечно. отдохнуть Сейчас и заняться другими делами. И сейчас Да. очень много возможностей, может быть, заработать в это время денег, а не тратить собственное время, да? Да, конечно, конечно. А вот еще же говорят, что сезонность, в принципе, ну, влияет во многих сферах, да, деятельности. А у вас, как вот в автосервисе, есть ли такие причины, по которым там, вот, ну, там весной обращаются, там, летом только? Ну, то есть свои автосервисах- определенные, да, какие-то Не, в моменты. автосервисах, конечно, есть сезонность. Скажем так, если говорить о периоде упадка, это январь-февраль. Под Новый год, как ни странно, в декабре, да, когда у нас тоже морозы приличные, все равно достаточное количество клиентов. Но, тем не менее, январь-февраль это самое, ну, может, после праздников там люди, я не знаю, отдыхают долго или еще что-то. Самые сложные месяца для автосервиса. А касательно работ сезонных, ну, естественно, весна, осень, переобувка, подготовка автомобиля к сезону, это все присутствует обязательно. А что бы ты посоветовал, может быть, начинающим водителям, либо просто водителям, как вообще следить за автомобилем нужно? Ведь, ну, далеко же не секрет, что многие вот он поехал на рынок, купил автомобиль, сел в него. И раньше я ездил на российском автомобиле, я знал, что где находится, как оно выглядит, сел на иномарку. Я забыл, только иногда вспоминаю, что такое масло, да, и Да, где оно да, да. находится, и когда его нужно менять, может быть. Вот как все-таки следить надо? Смотри, какая ситуация. Я считаю, что минимально то, что должен делать автовладелец, это, естественно, сезонное ТО, ежегодное, как минимум раз в год. Ну, минимум, на самом деле, считаю, 2 раза в год нужно приезжать. Первое на ТО, второе на диагностику просто, контрольную диагностику. Но если брать наши условия эксплуатации автомобилей, да, зимой под минус 45, нужно менять обязательно масло почаще, чем пишут в книжках. Сейчас в книжках, в руководствах по эксплуатации автомобилей 15 тысяч пробегов. Ну, вот у меня указывают. знакомый, кстати, меняет масло, знаешь, как он меняет весной и осенью. Вот он после зимы и перед зимой меняет масло. Вот он говорит, я всю жизнь так менял, и мне, как говорится, без разницы, что пишут в руководстве, что говорят там автомеханики, я делаю так и буду делать так, говорит. Он молодец. Твой знакомый очень даже молодец. Не, ну на самом деле, смотри, масло 15 тысяч пробег сейчас рекомендуют в среднем по всем новым автомобилям. Но в некоторых руководствах прямо оговорочка идет в условиях там погодных каких-то более сложных и прочее, температурные режимы. Сразу в 2 раза сокращается срок замены масла, 7,5 тысяч. Если не ошибаюсь, у Toyota вот в руководствах сейчас современных прям так и написано, в таких-то там условиях 7,5 тысяч срок, сразу в 2 раза сократили. Вот будем считать, что наши условия российские вообще не то, чтобы даже якутские конкретно, а и остальная часть Дальнего Востока и Сибири. Также меняют на 7,5-8 тысяч километров масла. Твой знакомый, который 2 раза в год меняет, ну, при среднем пробеге у пользователей там 20 тысяч километров, это отлично, в принципе. Это нормально, да? Это вообще нормально, да, там 15-20 тысяч, он как раз на эти 7-8 и меняет приблизительно. Учитывая условия эксплуатации в Якутске конкретно, я бы еще советовал воздушный фильтр и салонный фильтр менять не с маслом, а менять Еще их чаще, да? еще чаще, минимум 3-4 раза в год. То есть сезон вот сейчас апрель начинается В квартал, пыль. получается, все-таки лучше менять. Ну, раз да, в 3 месяца. Да, приблизительно раз в 3 месяца менять. Хотя бы. Есть у нас клиенты, которые меняют каждый месяц. Вот независимо от того, какая погода на улице, насколько грязный фильтр, вот он выкидывает, новый ставит и доволен. Потому что сейчас пошла такая тенденция на автомобилях, ну, касательно, допустим, салонного фильтра, да, запчасти делают одноразовые, которые невозможно отремонтировать. Их разбираешь, все. Маркетинговый ход. Да, конечно, ломается какое-нибудь крепление, и все, после этого ты ее уже не соберешь. И моторчик печки салонный вентилятор салона, да, он, его же, скажем так, срок службы, да, его зависит от салонного фильтра. Ну да, я предлагаю, пойдем на скамеечку, пока присядем. конечно. Вот у тебя автосервис находится, получается, на перекрестке, ну, как бы не перекресток, это улица Авиационная и какой еще там? Авиационная Чеченко на повороте. На да. повороте Авиационная Чеченко, и наверняка его все многие видели, но вовнутрь, может быть, даже тот, кто к тебе обращается, не всегда заглядывает. А вот как вот ты обновляешь свое вот оборудование, вот, технический процесс, как вообще меняется? По оборудованию вообще вещь какая? Сейчас с каждым годом, да, машины все сложнее, времени у нас у всех тоже все меньше и меньше, и оборудование мы закупаем ежегодно, мы что-нибудь новое обязательно покупаем, что-нибудь такое, чего еще нигде не было, а может даже где-то и было, но у нас не было. Сейчас люди стали понимать, что такое качество ремонта. То
То есть раньше была задача основная, как в гараж раз, кому-нибудь там, к соседу. Кому-нибудь друг подруги моего друга, в общем, Да, умеет друг делать, пусть подруги. делает, да? И тому подобное, да. Сейчас люди стали обращать внимание, на самом деле, что происходит с их автомобилем. Они должны быть уверены в том, что завтра он не Вот сломается. вопрос как раз-таки, что происходит с автомобилем. Многие думают так, что сервис навязывает дополнительные какие-то услуги. Либо, ну, много показывали сюжетов различных по телевизору, да, приехал, на самом деле эту деталь не меняли, там лапшу на уши навешали. Как у вас дела обстоят? У нас все хорошо. У нас все отлично. Конечно, я, не ожидал иного ответа, да. Да. Нет, на самом деле, как бы есть такие ситуации, в других сервисах есть ситуации, в каких не будем говорить. Но на самом деле вопрос открытости. То есть я считаю, что автосервис это как, тем более название сервис, да, он должен предоставлять действительно сервис для людей, чтобы люди понимали, что здесь их не обманывают, что здесь им делают быстро, качественно. Ну, да, по сути, ведь на этом же клиенты и держатся, чем ты не обманываешь людей, а оказываешь нормальные услуги, цена, качество, как говорится, тем больше клиентов. Ну, конечно. Приедь к нам в сервис, допустим, да, мы тебе сейчас там, проведем диагностику ходовой, там список выкатим какой-то неисправности. Ты скажешь, не верю, без проблем, пойдемте покажу. Все, там, одел каску, халат, Ну, то есть подъемник, приехал, всё смотрим. у вас, кстати, диагностика достаточно часто бывает, по крайней мере, когда я попадаю, бесплатной бывает часто. Мы Достаточно. всем своим клиентам стараемся делать бесплатную диагностику. То есть, если машина заезжает на подъемник, хоть масло заменить он заехал. Не вопрос, заезжает клиент, поднимаем, сразу диагностику провели. Это наш хлеб. Тут То есть скрывать что-нибудь ничего не нужно. выявите, в то же время... Нашли какой-нибудь пыльничек порвался, не вопрос, все, там, это стоит там 500 рублей, делаем, не делаем. Делаем. Ну, а если говорить о персонале, который, об автомеханиках, они же немалое значение имеют. в такой Естественно, сфере, да. естественно. В автосервисе, я считаю, основу составляют две профессии, да, это автомеханик, слесарь, там, кто как называет, и мастер-приемщик. Мастер-приемщик — это менеджер клиента, все, вот он его держит и ведет. Автомеханик, естественно, это человек, который следит за машиной полностью, да, то есть от процесса приемки машины и пока ее не По отпустят. какому номеру телефона можно записаться к вам на бесплатную диагностику? 72 15 58. Спасибо, Дмитрий, что посетил наш проспект. Ну, а, дорогие телезрители, мы с вами увидимся через буквально несколько минут. Мы будем говорить об автомобилях все больше и больше, но в другом ракурсе. Так что пока реклама, далеко не уходите и не переключайтесь. Всем добрый день. Мы возвращаемся на наш проспект. Проблема, когда страховая компания не платит по ОСАГО, думаю, знакома многим автовладельцам, несмотря на то, что вообще ОСАГО существует уже достаточно давно, проблема и вот количество определенных вопросов не остается, не сокращается. И сегодня мне назначили консультацию у специалиста, у юриста, у эксперта. Семен Федоров, здравствуйте. Здравствуйте, Сегодня мы Андрей. будем говорить об ОСАГО, какие существуют у нас достаточно сложные ситуации, в которых может оказаться практически любой автовладелец. Начнем, наверное, с самого такого простого вопроса, который может возникнуть ситуация. Виновник ДТП уехал, был пьян, не вписан в полис. То есть шансы есть какие-то рассчитывать на страховую вообще компанию, что нам выплатит? Для потерпевшего, конечно, в данном случае, вне зависимости от того, покинул виновник ДТП место происшествия или был без страхового полиса ОСАГО, в любом случае потерпевший имеет право претендовать на получение страховой выплаты. Кстати, я вас немного поправлю, Андрей, вы в начале слова упомянули, что страховые компании не выплачивают, получается, возмещение. выплачивают. Да, на самом деле речь идет о недоплате, О недоплате, да, конечно. страхового возмещения. В некоторых случаях может идти речь довольно о крупных суммах, даже не о десятках, а о сотнях, тысячах недоплаченных возмещений. Вот. Но, опять же, справедливости ради, есть ДТП, их немало, где
страховые компании действительно платят адекватную сумму. Некоторые автолюбители даже на этом могут немного заработать за счет экономии денег на проведение ремонтных работ. Ну вот если все-таки мы поговорим о том, если мы все-таки считаем, что страховая компания нам не доплатила, то есть какие наши действия, куда обращаться? Да, в данном случае закон об ОСАГО дает право потерпевшему провести свою экспертизу, независимую экспертизу. Но при этом важно отметить, что потерпевшему следует обратиться не просто к эксперту, а к эксперту-технику, который внесен в Государственный реестр экспертов-техников. Только эксперты техники, внесенные в реестр, имеют право проводить юридически значимую экспертизу и составлять соответствующее экспертное заключение. После того, как потерпевший получит на руки экспертное заключение, значит, он пишет претензию в адрес страховой компании о том, что он не согласен с экспертным заключением, которое было составлено изначально. Ну и следует попросить провести доплату страхового возмещения. Страховая компания обязана рассмотреть, ну и принять решение удовлетворить просьбу потерпевшего или отказать в удовлетворении данной просьбы. Если же нет, то в суд можно, да, будет Да, обращаться? конечно, можно в суд обратиться. Ну, как показывает практика, страховые компании все как на подбор Знают, наверное, все. отказывают в выплате, да. И потом, получается, только через суд. Ну вот я уже не один раз слышал такие вопросы от ребят, которые в ДТП попали, и что страховщик, оценщик страховщика говорит, вот то, что заводом-изготовителем шло на автомобиле, то, что полагалось, да, вот все дополнительные части, вот кто-то поставил там ксеноновые фары, за это он говорит, я не буду выплачивать, потому что это вы сами внесли улучшения в автомобиле, изменили характеристики технические автомобиля, поэтому это вы сами с виновника ДТП, с ним сами отдельно разбираетесь. Да, все это хорошо, но в законе об ОСАГО не говорится о том, что страховщик должен производить выплаты только того оборудования, которое изначально в заводских условиях было поставлено. Речь идет об имуществе, о транспортном средстве. Если там стояли ксеноновые лампы, то, соответственно, ксеноновые лампы должны быть вставлены, приобретены и вставлены. То же касается литья. Завод-изготовитель поставляет штампованные, Да, диски. конечно, тут банально самое. Да, если стояло литье, но поцарапалось, то страховщик обязан литье, получается, стоимость литья возместить. Вот у страховой компании наверняка, как и у любого другого участника гражданского оборота, есть определенные сроки, да, в которые они должны действовать все-таки. Да, в соответствии с законом об ОСАГО страховщик должен после приема заявления о производстве выплаты решить вопрос с выплатой в течение 20 дней. 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней. Вот. И получается принять решение либо о выплате денежных средств, либо о направлении транспортного средства на ремонт. Если страховая компания не укладывается в этот срок, то предусмотрены штрафные санкции. Существуют, такие виды дисциплинирования, восстановления справедливости, да, возмещения потраченного времени как пени, неустойка. Она довольно крупная, составляет 1% от неполученной суммы. Причем 1% в день. Учитывая, что суды тянутся довольно длительное время, речь идет о месяцах, то, скажем, на судебное производство может в среднем уходить 2 месяца. И получается 20%. Семен, вот перебью вас. Как вообще к танцам относитесь? Такой вопрос. Положительно. Положительно. Вот у нас ребята сейчас, которые находятся на нашем проспекте, готовятся к чемпионату. И вот где бы они ни находились, практически готовы танцевать даже на нашем проспекте. Я сейчас просто предлагаю насладиться танцем, их подготовкой, которые поедут на чемпионат международный и будут представлять наш город, конечно. Посмотрим. Right about now, about to go back in time. I want to take me to
Check this out. Watch me now, feel the groove, into something, gonna make you move. Here we come, on the run, don't know what we're running from. Day or night, black or white, that's the same. You gotta do your thing. You gotta do your thing. Ну что ж, спасибо ребятам, да. Профессия водителя является одной из самых востребованных в мире, и кандидату предоставляется такая возможность большое количество времени проводить за рулем, ну и, конечно же, обладать определенными качествами. В итоге такие водители могут стать мастерами такого своего дела. У нас в гостях Василий Филиппович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как раз является таким участником, который за рулем уже, если я не ошибаюсь, более 50 лет находитесь. Да. Как вообще пришли в водители? Водителем я пришел в армии. Еще первый автомобиль у меня был Студер. И, как говорится, видно следы пуль и осколков на этом автомобиле. И когда я везу солдат на стрельбище, такое чувство, как будто бы я на передовую еду. Вот. Ну и годы в армии прошли более-менее успешно. После армии я заполнил адрес в Тюмень с ребятами. А меня вызвали и говорят, откуда взяли, туда должны возвратить. Я им говорю, что я же с деревни, без паспорта, а нас это не волнует. Если хотишь, на 2 года еще сверхсрочно. И вот 2 года еще у меня и 4 месяца я сверхсрочно служил. А после это уволился, при погонах пошел в военкомат, как положено. А с военкомата прямо на работу. Устраиваться только на автобус. Василий Филиппович, вы же на автобусе очень много лет отработали, и вас многие знают, вот те, кто давно помнит, и знают, что вы в белой рубашке ездите все время. Вот смотрите, я в автобус пошел, а меня не берут. Я говорю, а почему? Далеко живешь, 12 километров пешком ходить. Я говорю, возьмите, пожалуйста. Я говорю, кто-то у вас сидит. Она говорит, председатель месткома. Я говорю, 1 раз опоздаю, выгоните меня. Ну и этот директор, полковник запаса, говорит, слово солдата берем, верим, что не подведет. И я так и не подводил. А машины на улице, вода слита, февраль месяц, холодно тоже, 38-40 градусов мороза. Вот такая катавасия. Я там 8 лет отработал. Как говорится, в Якутию приехал вот таким образом в 1967 году, 11 марта. 48 градусов мороза было. И вот и до сих пор работаю, как говорится, не то что плохо, а старался хорошо работать. И до сих пор... не жалеете, что вообще отдали свою профессию? Не жалею. Это много было, конечно, как говорится, ну, будем говорить, нехороших ситуаций. А я все же дал себе слово выдержать все эти обиды. Большое спасибо, Василий Филиппович. Время эфира заканчивается. Дорогие телезрители, хочется сказать только одно, что время нашего эфира заканчивается. Это была программа «Проспект Весна», которая продолжит свою работу завтра в это же время на этом канале. Всего доброго.